Развитие сельского хозяйства на территории Коми и Сосногорского района в частности обсудили в ходе рабочего визита вице-премьера регионального правительства Анатолия Князева. Руководство Сосногорского района обратилось в региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка с инициативой по восстановлению рыбоводного модуля, расположенного в районе Сосногорской ТЭЦ. Кровно заинтересован в развитии аквакультуры в республике, особенно где есть возможность использования побочного тепла. И такая возможность в Сосногорске есть. Еще недавно частная компания выращивала здесь несколько видов рыбы. В силу ряда причин эти емкости сейчас пустуют, хотя потенциальная мощность от 25 до 80 тонн рыбы в год. И этот объем может обеспечить потребности всей республики. Руководитель компании Сергей Холмов обратился к вице-премьеру Коми с просьбой посодействовать возобновлению производства. Именно на этом месте, на этой площадке уже готовый объект, фактически, чуть-чуть модернизировать на современный лад. Уже можно выращивать рыбу на в таком круглогодичном цикле, чего пока нет у нас в республике. Мы выращиваем рыбу на водоемах, это сезонная рыба, а вот круглый год у нас пока в республике такого нет. Помимо рыбоводства, в Сосногорске может быть успешно развито и молочное производство. Довольно успешный опыт животноводства на территории района уже был опробирован несколько десятилетий назад. Да и в соседнем районе работают племхозы, которые по праву считаются передовиками производства молочной продукции в масштабах региона. А значит, география и климат вполне подходящие и в Сосногорске. Конечно, хотелось бы иметь хотя бы одно предприятие. Земли остались. Надо посчитать, посмотреть, сколько гектаров земли сельхозугодий в районе. И мы будем предлагать инвесторам. Задача минимум – обеспечить молочной продукцией собственного производства потребности местных жителей, а также учебные заведения Сосногорска. Глава района предлагает брать планку выше, ведь у муниципалитета уникальное с точки зрения логистики расположение. Также Владислав Гаврилов акцентирует внимание на так называемых частниках. Нам нужно, как я считаю, максимально тех фермеров, которые сегодня занимаются у нас, скажем так, этим бизнесом, помочь им формализоваться. То есть, чтобы у них был статус фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство. От этого зависит их участие, попадание в проекты финансирования. Субсидирование. Мы просто с этим сталкивались, вот поэтому, наверное, администрации здесь надо поучаствовать, помочь людям пакеты вот эти собрать документов. А стимул к юридическому оформлению есть, соглашается Анатолий Князев. К примеру, владельцы личных подсобных хозяйств продают продукцию, не отчисляя налог. Тот же земельный налог гораздо ниже, если земля сельхозназначения. Да и приобретение скота регион софинансирует. Руководитель администрации Сосногорского района Виктор Шомисов поручил профильному отделу проинформировать фермеров об имеющихся в регионе возможностях для развития хозяйств.